На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Служу Отечеству. На плацу Министерства обороны приняли присягу новобранцы. К 90-летию со дня рождения классика герои произведений Фазиля Искандера украсили новую серию монет Национального банка Абхазии. Пушкин на абхазском. Памятное мероприятие в Сухумском ботаническом саду к 223-летию со дня рождения поэта. Начнем с официальной хроники. Президент Абхазии Аслан Бжаня вернулся из отпуска и приступил к исполнению обязанностей в обычном режиме. Утром в понедельник глава государства провел совещание с руководством администрации президента, начальниками управлений. Об этом сообщает пресс-служба президента. Президент Аслан Бжаня принял участие в церемонии передачи автомобилей армянской общине Абхазии. Как сообщает пресс-служба главы государства, армянской общине Абхазии безвозмездно передали 5 новых машин «Нива». Автотранспорт было решено передать в пользование Абхазской православной церкви, Ачамчирской школе-интернату, администрациям сел Аракич и Агараки, а также армянской общине. В течение 2 недель будет передано еще 6 аналогичных автомобилей и 3 школьных автобуса. Транспортные средства переданы в дар меценатам, президентом Федерации спортивной борьбы Сочи, другом Абхазии Робертом Татуряном. В мероприятии участвовали заместитель спикера парламента Ашот Минасян, депутаты Галус Трапезанян и Левон Галустян. Это мы считаем, что в первую очередь это восточная часть, абхазский интернат. Мы там никогда не помогали, мы решили помочь. Мы решили также помочь Ачамчирскому району, армянской общине. Передаем машину тоже дар Арагич, главе села, и один из руководителей армянской общины Ачамчирского района. Мы передаем машину Гудовский район, село Агараки, главе администрации и депутату районного собрания. Одновременно эти непосредственно тоже одни из руководителей армянских общин. 4-ю машину мы передаем батюшку Виссариону. Мы считаем, что это будет достойно. Это у нас сейчас 5 машин мы даем. Плюс через несколько дней мы еще привезем 2-ю партию. Плюс мы купили, еще для детских школ, для детей еще несколько автобусов. Я вас поздравляю. Спасибо. Держите, большое. Это вам, чтобы это все у вас счастье детям принесли. Спасибо большое, спасибо. Можно я скажу? Да. От имени Министерства просвещения и языковой политики выражаем вам особую благодарность за вашу материальную такую поддержку. Знаете, приятно отметить, что есть такие люди, которые готовы оказать помощь и протянуть руку помощи. Это вам. Очень хочется, чтобы это все на счастье было. Сей человек, он всегда делает бескорыстно. И чтобы люди научились делать что-то доброе бескорыстно, чтобы не ждать, что взамен что-то получу. Вот как это делает он. Я очень рад и благодарю. И дай Бог, чтобы так научились все делать. И тогда будет у нас мир всем. Рабочая поездка Инала Ардзенба в Москву завершилась. В ее ходе министр иностранных дел республики провел встречи с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Владимиром Мау и ректором МГИМО МИД России Анатолием Таркуновым. Они обсудили возможности активизации сотрудничества между вузами и Центром по поддержке молодых лидеров будущей Абхазии на базе посольства Абхазии в России, проведение онлайн-курсов для заинтересованных граждан Абхазии и механизмы поддержки абитуриентов из нашей страны.
В Министерстве обороны Абхазии начался летний период обучения. Согласно приказу министра, во всех воинских частях и подразделениях он начался 1 июня с проведения торжественного построения под руководством командиров воинских частей и отдельных подразделений, доведения до личного состава целей и задач боевой подготовки, ознакомления с боевой техникой и вооружением. 2 июня в воинских частях и подразделениях прошли тактико-строевые занятия, в ходе которых была проведена комплексная тренировка в действиях по тревоге в составе воинских частей и отдельных подразделений Минобороны, сообщает сайт ведомства. На плацу Министерства обороны присягу приняли новобранцы, солдаты срочной службы в рядах абхазской армии. Тем, кто пошел в армию сразу после школы, предстоит отслужить 1,5 года, тем, кто успел получить высшее образование – год. Подробности у Марианны Котовой. Товарищ полковник, рядовой Гицман, для принятия военной присяги прибыл. Не все, кого призвали этой весной, сумели дойти до присяги. Курс молодого бойца, который проходит перед тем, как отправиться на службу, достаточно трудное испытание, и преодолевают его только те, кто действительно физически и морально готов к армейской подготовке. Самые трудные дни – это первые дни, когда личный состав только прибывает. Для них это все новое. Это карантин, у нас увольнения нет в этот период, телефоны и так далее. Все мы пока у них изымаем. После присяги мы им это все выдаем. Первые дни они, как правило, тяжелые, трудные. Адаптация идет личного состава, физическая подготовка. То есть распорядок дня весь расписан. Ни минуты практически свободного времени нету. Но они готовятся к службе в вооруженных силах. То есть они уже обучены, приходят в части и подразделения. После присяги ребят распределят по частям в соответствии с их навыками и данными. Кто-то отправится в артиллерию, кто-то спецназ и так далее по родам войск. Для родителей, которые сегодня отправляют своих детей служить, самое главное, что они в любом случае будут находиться недалеко от дома. Волнуемся, но надо. Что делать? Единственный сын, но надо служить своему родину. Пускай служат наши дети. Ничего в этом такого я не вижу. Раньше наши отцы ездили куда служить. Ничего же. Они, тем более здесь, все будет хорошо. Достойно пускай служат. Самое главное, остальное уже будет. Многие из отцов, что провожают сегодня своих сыновей на службу в армии, прошли войну. И не все из них были подготовлены к реальным боевым действиям. Поэтому они уверены, что каждый мужчина должен обладать военными навыками. В свое время я даже в армии не был, участвовал в войне. То они, в общем-то, обязаны получить военные навыки и так далее, чтобы защитить свою родину. У нас положение в стране не такое уж стабильное, мы еще не защищены, хотя российская армия всегда с нами, русский народ всегда с нами, но мы сами должны свою родину защищать, я так думаю. И желаю всем ребятам мирного неба, чтобы война и в Донбассе война, чтобы закончилась, и у нас, чтобы был мир. Этим ребятам, тем, кто пошел в армию сразу после школы, предстоит отслужить 1,5 года. Тем, кто успел получить высшее образование – год. Марианна Котова, Инна Лагухава, Абаза ТВ. Трагические страницы истории. Ровно 100 лет назад родился Рауф Лакоба, сын председателя Совнаркома Абхазии Нестора Лакоба, репрессированный и расстрелянный в 18-летнем возрасте вместе со своими двоюродными братьями Рауфом Лакоба, Тенгизом Лакоба и Николаем Лакоба Григория. Сына Нестора арестовали, когда ему было 15. Он сидел в Бутырке. Ждали, когда ему исполнится 18 лет. Его расстреляли в июле 1941-го. Тогда уже шла Отечественная война, немцы наступали, захватывали территории, а в это время расстреливали детей. Коротко о борьбе с распространением ковид. По данным Минздрава, на 3 июня от коронавирусной инфекции COVID-19 привились 19 090 человек. Спутником Light привито 8465 человек, спутником Ви 10 625 человек. О работе правоохранителей.
19 мая Следственный отдел СГБ возбудил уголовное дело по признакам преступления «Государственная измена» в отношении гражданина республики Буава Даура Тариеловича, 1994 года рождения, уроженца города Тхварчал, в настоящее время находящегося на территории Грузии, сообщается на сайте СГБ. Предварительным следствием установлено, что в октябре 2021-го в социальной сети TikTok на странице «Собака Тариелович 78», зарегистрированной на имя гражданина республики Даура Буава, размещались видеосюжеты, направленные на нанесение ущерба суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности Абхазии. Буава занимался пропагандой присоединения Абхазии и Грузии на правах автономной республики и закрепления этого правового статуса Абхазии в Конституции Грузии. Представители общественности сделали обращение к органам правосудия, прокуратуры и парламент в связи с применением амнистии в отношении Астамура Джопо. Несколько дней тому назад в СМИ появилась информация о том, что Кассационная коллегия по административным делам Верховного суда отменила решение Сухумского суда о незаконности и отмене применения амнистии в отношении Астамура Джопо и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Наше общество не было оповещено о том, что состоялся суд для вынесения решения об амнистии по одному из самых жестоких преступлений, совершенных за последние годы. И об этом решении мы узнали постфактум, отмечают представители общественности. 24 сентября 2020-го депутаты парламента приняли постановление об объявлении амнистии в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и независимости Республики Абхазия 30 сентября 2020-го и о порядке применения постановления парламента об объявлении амнистии в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и независимости Республики Абхазия. Сегодня мы оказались свидетелями того, что в суд обращаются с просьбой амнистировать человека, осужденного на 20 лет за изнасилование несовершеннолетней девочки. Речь идет о чрезвычайном жестоком преступлении, потрясшем всю страну и заставившем возмущенных женщин прийти в парламент с требованием беспристрастного расследования преступления и обеспечения неотвратимости наказания для виновного. Считаем недопустимым рассмотрение ходатайства о применении амнистии по данному преступлению. Отмечается в обращении, с полным текстом которого можно ознакомиться в абхазском сегменте социальной сети Facebook. Наука и культура. Конференция преподавателей абхазского языка по методике, разработанной благотворительным фондом развития абхазского языка имени Баграта Шенкуба, состоялась в Абхазском госуниверситете. Расширенный репортаж Астанды Оторба из рубрики «Амшахтес» смотрите после выпуска новостей. В АГУ начал свою работу Республиканский центр повышения квалификации и переподготовки преподавателей младших классов. Организаторы мероприятия РЦПК при АГУ совместно с Министерством просвещения и языковой политики Центр повышения квалификации и переподготовки специалистов начал свою работу с установочной сессии, которая продлится в течение 2 недель с 6 по 17 июня. В мероприятии приняли участие преподаватели города Сухум, Сухумского района, Гагрского и Гудаутского районов. Всего в работе приняли участие 52 преподавателя. В ходе установочной сессии был утвержден учебный план и установлен график лекций. Курсы будут проходить в формате лекций, беседы, а также тренингов. Тем, кто успешно закончит курсы и выполнит все задания, будут вручены свидетельства об окончании курса повышения квалификации и переподготовки специалистов, преподавателей младших классов. Пушкин на абхазском. 6 июня исполнилось 223 года со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вот уже много лет подряд в день рождения великого русского поэта проводится церемония возложения цветов к памятнику на Сухумской улице, носящей его имя. Памятное мероприятие продолжилось в Сухумском ботаническом саду под сенью огромной липы, которой более 350 лет. Что вы сегодня с нами, что мы сегодня празднуем вот такой святой праздник, это Пушкинский день или День русского языка.
нас сегодня еще маленький такой праздник, наш местный праздник, душевный праздник. Ровно 10 лет тому назад мы впервые пришли сюда, в ботанический сад, под эту липу, муж Нетаевич, правильно? Да? С тем, чтобы ежегодно отмечать праздник Пушкина, День русского языка. И я думаю, что со следующего года он у нас будет звучать как фестиваль, как Пушкинский фестиваль. И среди нас сегодня и представители посольства, да? У нас временный поверенный Литвинов. У нас сегодня представитель МВД России в Абхазии, да, Сергей Викторович, который сегодня для нас тоже приготовил очень душевный сюрприз. Среди нас сегодня присутствует руководитель представительства Россотрудничества, новый наш руководитель, да, Дмитрий Геннадьевич Федотов. Мы приветствуем вас. Облетела вокруг света слава русского поэта. Пусть уходят вглубь года, Пушкин с нами навсегда. Аль откажешь мне в ответе, не видал ли где на свете ты царевны молодой, я жених ей. Свет ты мой, красное солнце отвечало, я царевны не видала. Знать ее в живых уж нет. Разве месяц, мой сосед, где-нибудь ее да встретил и след ее заметил? Темной ночки Елисей дождался в тоске своей. Только месяц показался, он за ним с мольбой погнался. Месяц, месяц, мой дружок, позолоченный рожок, ты встаешь во тьме глубокой, круглолицый, светлоокий, и обычай твой любя, звезды смотрят на тебя. Аль откажешь мне в ответе, не видал ли где на свете ты царевны молодой, я жених ей. Братец мой, отвечает месяц ясно, не видал я девы красной, настороже я стою, только в очередь мою, без меня царевна видно пробежала. Как обидно. Русский язык входит в пятерку языков по численности публикаций в научных базах данных, научных журналах. То есть ученые во всем мире не только на английском, французском, но и на русском публикуются. И русский язык занимает умеренное место в пятерке. Из 15 международных организаций русский язык признан официальным или рабочим. Из 23-15 он признан. Это прежде всего ООН и глобальные отраслевые организации под ее эгидой. Для любителей футбола, которые, может быть, тоже сейчас спросят, а почему русский язык у нас не задействован, я вам доведу, что он признан официальным языком ФИФА. Ранее уставом ФИФА предусматривалось введение документации, общения на английском, испанском, французском и немецком. Теперь и русский входит в это число. Народ, базар, ярмарка идет, здесь найдете, что хотите, не стесняйтесь, подходите. Полную версию видео с вечера Пушкина в Сухумском ботаническом саду смотрите в нашем эфире. Поэт и переводчик Анатолий Лагула и журналист Виталий Шария вошли в лонг-лист претендентов международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной Русским пен-центром в 2016 в номинации «Переводы». Всего премия будет вручаться в 5 номинациях: проза, поэзия, детская и подростковая литература, киносценарий и драматургия, переводы. Всего в жюри поступили конкурсные работы из 63 городов, поселков и сел России, а также из стран СНГ и дальнего зарубежья, из Абхазии, Армении, Белоруссии, Грузии, ДНР, ЛНР, Израиля, Казахстана и других стран. В жюри премии 2022 Евгений Попов, председатель Герман Власов, Евгения Декина, Борис Евсеев, Лола Звонарева, Марина Кудимова. Короткий список премии Искандера будет объявлен в сентябре нынешнего года.
К 90-летию со дня рождения классика герой произведений Фазиля Искандера украсили новую серию монет Национального банка Абхазии. На 5 серебряных монетах изображены Сандро из Чегема, Чик, Хабуг, задумавшийся кролик и бык широколобый, а на самой большой центральной монете серии молельное дерево. Слово Надежде Боровиковой. Новая серия памятных монет Национального банка Абхазии приурочена к 90-летию со дня рождения Фазиля Искандера и посвящена героям его произведений. В серии 6 монет, выполненных из серебра, 5 из них номиналом 10 апсар и 1 центральная номиналом 100 апсар. Естественно, его литературное наследие очень велико, поэтому было достаточно непросто выбрать, ограничить 6 персонажами. И если, допустим, выбор дяди Сандро и Чика, он такой понятный и очевидный, то далее, чтобы выбрать героев, проводились, во-первых, консультации с семьей Искандера, и были выбраны именно любимые им персонажи. То есть вот в конечном итоге выбор пал на деда Хабуга, буйвола широколобого и кролика задумавшегося. На первый взгляд это очень разные персонажи, однако их объединяет одна очень интересная особенность – это умение мыслить самостоятельно. Многие художники, режиссеры театра и кино черпали вдохновение в книгах Искандера и создавали новые произведения искусства, подчеркивает Эльвира Арсалия, куратор Международного фестиваля культуры имени Фазиля Искандера «Стоянка человека». Художник от Гурдзидзария, автор эскизов для новой серии монет в их числе. Он был лично знаком с великим писателем. Первым создал иллюстрации к его произведениям. У Адгура есть то, что определяет Фазиль Искандер как этическое напряжение. Вот это тоже есть у Адгура, которое делает его серию абсолютно самостоятельными художественными произведениями, его даже эскизы. И сегодня мне хочется вспомнить Шазину Агарба, нашего большого друга, подвижника, который стоял у истоков стоянки человека в Абхазии. И 2 года назад, когда вот только начиналась работа с этими эскизами Адгура, они даже подготовили целую серию эскизов, которые предполагали еще выставить. Вполне возможно, это такая большая выставка еще будет. И мне хочется вспомнить о ней и сказать вот добрые слова. И мне кажется, вот то, что сегодня происходит, это лучшая память о ней, которая может быть. Серия «Герои произведений Фазиля Искандера» выпущена тиражом 300 штук и отчеканена на монетном дворе госзнака. В ней есть ряд новаций, ранее не применявшихся в создании памятных монет Национального банка Абхазии. Первое, что бросается в глаза, видите, вот здесь голубой цвет, волна. Она выполнена, обычно у нас это цвет выполнялся там по печати, но здесь именно в этой монете была необходимость показать глубину воды. Да, поэтому была использована эмаль. И другая, вот, если вы присмотритесь, монета довольно толстая. Вот. Это тоже у нас впервые применено. Вот такой формы монеты, которые имеют диаметр стандартных монет в 10 апсаров, весом в 1 унцию. Здесь дан двойная толщина. Поэтому монета имеет стандартный диаметр, но двойной вес, 2 унции. Такая форма, она называется пьетфорт. В переводе с французского «тяжелая стопа». В ближайшее время монеты из новой серии можно будет приобрести в банках Абхазии. Стартовая цена будет порядка 10-15 тысяч рублей, но это ненадолго. Цена будет расти как ввиду небольшого тиража, так и ввиду высокого спроса. Так, например, памятную монету к 80-летию Фазиля Искандера, выпущенную тиражом 1000 штук в 2009 году, сейчас практически невозможно найти, а ее стоимость выросла в 7 раз. Надежда Боровикова, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. Успех настоящего артиста измеряется не гонораром. Победа в конкурсе не только денежный приз, а прежде всего удачное продвижение в оперном мире. На нашем конкурсе каждый спецприз – это настоящий джекпот, заявила народная артистка Абхазии и России Хибла Гирзмава, говоря о специальных призах международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Гирзмава, который пройдет на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Специальные призы. У нас очень интересные специальные призы. У нас дебют. Александр Борисович дальше расскажет чуть-чуть побольше про это. Но главным образом
что это дебют на сцене театра Станиславского Немировича Даченко, или в Большом театре, или в Геликоне, или, быть может, в Мариинском театре. Мы сейчас ведем переговоры. И отдельные специальные призы – это фирма «Мелодия». Она нам дала возможность сделать запись в Большом зале консерватории для человека, который выйдет в финал. Быть может, это будет финалист Гран-при или первая премия. Мы будем дальше решать. Обязательно сольный концерт в зале Чайковского. Для концертмейстеров отдельно будут несколько призов от очень больших коучей-концертмейстеров. Мы это позже объявим обязательно. И Владимир Спиваков в рамках своего фестиваля Владимир Спиваков приглашает, обязательно сделает сольный концерт для наших лауреатов, для двух наших лауреатов. Обязательно будет приз от премии «Онегин» и приз от Андрея Сергеевича Кончаловского. Так что у нас красивая такая история призовая. Республиканский центр народного творчества Абхазии имени Корту объявляет прием заявок на участие в 8-м международном фестивале авторско-бардовской песни «Пою тебе, Абхазия», который состоится 23 июня в зале Абхазской госфилармонии. Обязательным условием для каждого участника является исполнение 2-3 песен, желательно собственного сочинения. Заявки на участие принимаются до 16 июня в Центре народного творчества по адресу Сухум, улица Пушкина, 7. Прослушивание состоится там же 17 июня. Телефон для справок 927 35 45. Открытие выставки «Русские художники в Абхазии» состоится 9 июня в Центральном выставочном зале Союза художников. «Русские художники в Абхазии» – выставка, которая представляет уникальную коллекцию живописи и графики прославленных русских художников, которые жили и работали в нашей стране в первой и второй половине 20 века. Произведения художников представлены из фондов Национальной картинной галереи. Куратор выставки Эльвира Арсалия, концепция музейной экспозиции Сурам Сакания, Аза Аргун. Выставка будет доступна с 9 до 17 июня. Сотрудничество и спорт. Для подписания меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом Республики по делам молодежи и спорту и Федеральным агентством по делам молодежи России в области молодежной политики 6 июня председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемал Губас отбыл в город Оренбург. Подписание состоится в рамках Международного молодежного форума Евразия Глобал. В рамках поездки также планируется посещение деловой площадки молодежного форума. Проект меморандума 31 мая был утвержден Кабинетом министров. Документ предполагает сотрудничество Абхазии и России по развитию дружественных и партнерских отношений в области государственной молодежной политики на всех уровнях. 3-5 июня состоялся второй этап чемпионата Lamborghini Super Trofeo Europe, сообщает пресс-служба Госкомспорта. В категории Pro-Am за команду Target Racing выступал спортсмен из Абхазии Дмитрий Гвазава. Его напарником по экипажу был французский пилот Милан Петеле. Гвазава и Петеле заняли 3-е место в своем классе. В первом этапе Гвазава и Петеле заняли 3-е место и 1-е место в классе Pro-Am. Следующий этап пройдет 1-3 июля. Харитон Агрба единогласным решением судей одержал победу над Мичелом Маркано из Венесуэлы в рамках первого турнира интерконтинентального кубка, который проходит в Москве. Серебряный призер Европейских игр Харитон Агрба выступает в составе сборной России в весовой категории до 68 килограммов. Интеркубок будет проходить в 2 этапа. Сначала команды встретятся друг с другом по круговой системе. Занявшие 1-е и 2-е места в первом раунде разыграют титул победителя интерконтинентального кубка. Команда АГУ одержала 5-ю победу на чемпионате Сочи по футболу. 5 июня футболисты студенческой команды Абхазского госуниверситета одержали победу над командой Армада Альпика в матче 7-го тура чемпионата города Сочи по футболу. Матч завершился со счетом 3-1. Голы на счету Георгия Анджапаридзе и Ники Гужба. Также автогол на счету одного из игроков «Армады».
По итогам 7-го тура наша команда одержала 5 побед на счету. Команды также 1 поражение и 1 ничья. Команда Сухумского «Динамо» 2010 года рождения игроков стала победителем детского футбольного турнира «Кубок будущих легенд», который прошел 24-31 мая в Сочи. Лучшим игроком команды признан Вадим Корчава, вратарем Дмитрий Аргун, защитником Уасхид Гошба, полузащитником Нестор Абухба. Тренирует команду Аслан Богателия. Спортсмены из Абхазии стали победителями и призерами Кубка Петра Великого по косики-карате в Липецке. В турнире приняли участие 3 спортсмена Федерации косики-карате из Абхазии, которые заняли 2 первых и 1 второе место. Первые места Тимур Будба и Альберт Киракосян. Второе занял Дмитрий Адлейба. Тренирует спортсменов президент Федерации косики-карате Абхазии Демис Адлейба. Внимание! 7 июня жители Нового Афона останутся без света на 6 часов, сообщает пресс-служба РУП «Черноморэнерго». Электричество на подстанции Новый Афон будет отключено с 10 до 16:00. Компания «Черноморэнерго» приносит извинения за временные неудобства. Сейчас о погоде в Абхазии. Во вторник, 7 июня, в республике переменная облачность, ночью и утром туман с моросью. Днем местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью от 15 до 20, днем от 21 до 26 градусов. Температура морской воды 20 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи в эфире.